И снова здравствуйте. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшейкшара. И сегодня в выпуске 08-08-08. 8 лет назад началась война в Южной Осетии. Кедры вырубили, что дальше? Премьер-министр Беслан Барцыц совершил рабочую поездку в Ткварчал. Фото как призвание. В Сухуми прошла экспозиция работ юного Арсения Чакмача. Сегодня в Абхазии вспоминали жертву грузинской агрессии в августе 2008 года в Южной Осетии. 8 лет назад, 8 августа 2008 года, грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвал. Сотни погибших, среди которых много женщин, стариков и детей, тысячи разрушенных домов. Таков итог войны, которая будет всегда ассоциироваться с оставшей зловещей комбинацией цифр 08-08-08. Президент Рауль Хаджимба направил телеграмму на имя президента Южной Осетии Леонида Тибилова по случаю 8-й годовщины агрессии Грузии против Южной Осетии. Август 2008 года вписан в историю наших народов кровавыми буквами. В тот трагический день Грузия вероломно вторглась в мирный Цхинвал и начала обстрел спящего города, вопреки заключенным ранее договоренностям, в очередной раз поставив народ под угрозу полного уничтожения. В эти тяжелые для нас дни Российская Федерация стала гарантом нашей безопасности, встав на защиту исторической справедливости и неотчуждаемого права каждого народа на самоопределение. Мы четко определили свой путь, которому готовы неуклонно следовать, и память о тех, кто сложили свои головы во имя этой цели, навсегда останется в наших сердцах, отмечается в частности в телеграмме президента Рауля Хаджимба. Сегодня в Сухуми, в посольство Южной Осетии, пришли президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Беслан Барцыц и члены правительства, послы России и Приднестровья Семен Григорьев и Гарри Купалба. Собравшиеся почтили память погибших в войне мирных жителей, защитников Цхинвала и российских миротворцев. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Цхинвал и его окрестности подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны грузинских сел с применением гранатометов и минометов, реактивных систем залпового огня «Град». Грузия начала наступательную операцию против Южной Осетии под кодовым названием «Чистое поле». Несмотря на ожесточенное сопротивление юго-осетинских подразделений, грузинские войска смогли взять под свой контроль часть Цхинвала и 8 юго-осетинских деревень. В условиях сохраняющейся прямой угрозы жизни российских граждан в Южной Осетии во второй половине дня 8 августа Россия направила в Южную Осетию дополнительные силы для поддержки российских миротворцев и защиты мирных жителей. В сложившихся обстоятельствах Российская Федерация была вынуждена предпринять операцию по принуждению Грузии к миру. 10 августа российские войска, юго-осетинские ополченцы и силовые структуры полностью вытеснили грузинские войска за пределы Южной Осетии. В посольстве Южной Осетии в Абхазии вспоминали о трагических событиях августа 2008-го. Сюда пришли президент Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр Беслан Барцыц, посол России в Абхазии Семен Григорьев, члены правительства, представители духовенства. Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Бациев поблагодарил руководство Абхазии и России за соучастие, поддержку и солидарность в эти скорбные дни. В Грузии должны перестать фантазировать и свыкнуться с реальностью, что единственный субъект, от которого зависит будущее юго-осетинской государственности, это ее народ, подчеркнул Олег Бациев. Нам необходимо учитывать возможные последствия глобальных изменений, активно выступать союзником, развивать и укреплять отношения с единственным гарантом безопасности, развития и процветания с нашим братским соседом Великой Россией. Еще раз хотел бы выразить благодарность руководству и народу Российской Федерации и Республики Абхазия за помощь и поддержку, которая была оказана в 2008 году и продолжает оказываться сегодня. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил слова поддержки братскому осетинскому народу и отметил важную роль России в установлении мира и стабильности в Южной Осетии и Абхазии. Мы переживали за все, что происходило в эти дни в Южной Осетии. Действительно, ситуация была достаточно очень сложной. И Осетия взяла на себя весь тот мощный удар грузинской стороны и сумела защитить себя. Мы преклоняемся перед южноосетинским народом, который взял фактически на себя весь этот удар. И при успешном исходе с грузинской стороны, то не исключено, чтобы это развитие имело бы и на территории Абхазии. Мы благодарны российской стороне, которая нашла в себе силы в тот период и предприняла все шаги для того, чтобы не дать
уничтожить южно-осетинский народ. И в нашей памяти должны остаться все те, кто погиб, и с осетинской стороны, и с российской стороны, и вечная им память. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев подчеркнул, что организаторы и исполнители этой военной авантюры заслуживают уголовного наказания. Все расставит по своим местам не только Божий суд, но и со временем Международный уголовный суд, потому что все то, что устроил грузинский режим 8 августа 2008 года, целиком и полностью подпадает под характеристики военного преступления. Помня и свято почитая память павших, мы не забываем о том, что сегодня наша обязанность – это крепить боевой союз, крепить дружеское и союзническое взаимодействие между народами Российской Федерации, Республики Южная Осетия, Республики Абхазия. А Россия делает все, чтобы создать благоприятные условия с точки зрения безопасности, с точки зрения экономики для развития этих молодых республик. По официальным данным, в результате короткой войны погибли более 1500 человек, в их числе 67 российских военнослужащих. Пятидневная война, операция по принуждению Грузии к миру. Названий много, но эти скоротечные боевые действия запомнили именно по символичной дате – 8 августа 2008 года. А ведь это все произошло в день открытия Пекинской Олимпиады, когда взоры миллионов людей были прикованы к спортивному празднику, на время которого, по идее самого олимпийского движения, должны были замолчать все пушки. Но на этот раз такого не произошло. 08:08:08. При упоминании этой даты перед глазами предстают кадры не спортивного торжества, а видеохроника массированного обстрела мирно спящего города Цхинвал. Амра Миджба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня в нашей программе документальный фильм, посвященный событиям августа 2008 года в Южной Осетии. 120 часов войны. Смотрите после новостей. История с кедровой аллеей, вырубленной недавно в Ткварчале, широко обсуждается в СМИ. Споры на тему «важно-не важно», опровержение, измерение угла наклона ствола в метрах, определение обычная лиственница или знаковый кедр в прошлом. И точку в этом деле поставил глава правительства. Беслан Барцец поручил администрации Ткварчала вместе с экологами выбрать новые насаждения для этой улицы. Какие именно деревья появятся здесь после реконструкции улицы и где сейчас находится вырубленный кедр гималайский, расскажет Низ Фаршпа. Цель приезда премьер-министра в Ткварчал одна – разрешить ситуацию с вырубкой деревьев. Беслан Барцец выслушал главу района Аиду Чачхали, строителей и специалистов, задействованных в процесс реконструкции улицы Арценба. Сегодняшний визит исключительно был связан с этой ситуацией, которая сложилась, с теми информационными всевозможными моментами, вопросами, связанными с этой улицей, с благоустройством ее. Конечно, я еще раз повторяюсь, хочу сказать это снова, забота и с экологической службы, и всех нас, это сохранение всех насаждений, которые есть. Но когда вопрос стоит безопасность жизнедеятельности людей, жизни, жилищ людей и зеленые насаждения, но город и районное собрание приняли такое решение. Сегодня это решение реализовано. Теперь я предлагаю всем, кто занимался прямо или косвенно этой темой, не нагнетать страсти, прийти к тому, что благоустроить эту территорию и вновь осуществить там насаждения по рекомендации нашей экологической службы, как мы с вами и договаривались. Зеленые насаждения будут восстановлены. Вот только какие именно деревья здесь появятся, пока говорить рано. Беслан Барцец поручил главе района во взаимодействии с экологической службой выбрать вид растений, высадить их сразу же по завершении строительных работ. Решения должны быть приняты с учетом мнения жителей Ткварчала. Я еще раз призываю вас всех, теперь уже, коль ситуация сложилась таким образом, действительно выбрать правильные виды растений, которые устроят прежде всего жителей этих домов, и согласуйте это все. Мы обязуемся помочь в этом вопросе, восстановим эту территорию, благоустроим эту улицу, и зеленые насаждения должны быть, как ткварчальцы привыкли лицезреть. Так что же случилось с полувековыми гималайскими кедрами, которые начали падать? С этими вопросами мы обратились к главе района Аиде Чачхали. По ее версии, деревья начали падать после завершения ремонтных работ по укладке кабеля и труб.
Да, естественно, я не отрицаю, что повредили корневую систему, ибо сделать это по-другому было невозможно. После того, как были проведены работы по реконструкции этой улицы, естественно, мы с самого начала зато и просили экологов, чтобы нам дали разрешение. Мы, зная заблаговременно, что невозможно, не повредив корневую систему, которая фактически полностью была на поверхности, выполнить какие-либо работы было невозможно. Все разговоры о предстоящей вырубке гималайского кедра, но уже на другой Тхуарчалской улочке, Аида Чачхали отвергла. Она уверена, это провокация, цель которой – создать напряжение. Я не знаю, почему из этого сделали такой ажиотаж. Мы не вырубаем лес. Речь идет о реконструкции улицы. Еще раз хочу это подчеркнуть. У нас сегодня около 1000 кедров в городе. Мы не собираемся их поголовно уничтожать. Там, где они не представляют никакую опасность, мы их трогать не собираемся. И ни на каких других улицах вырубать кедры мы не собираемся. Это все слухи. Это все раскрутили мои политические оппоненты. Это мое твердое убеждение. Сейчас улица Арденба представляет собой зрелище с элементами разрухи и запустения. Корни гималайских кедров, принесших жителям так много бед, кабели, бетонные плиты – здесь все перемешалось. Буквально на днях специалисты приступают к удалению корневой системы. Ну а далее все работы будут проводиться по плану. Что касается кедров, вся древесина складирована на территории фирмы «Патриот», которая занималась вырубкой деревьев. Согласно договору между администрацией района и компанией, все расходы по вырубке, вывозу ценной древесины ООО «Патриот» взял на себя. Взамен администрация получит 15 кубометров готовых досок на нужды Тхуарчала. Пока мы посчитаем дебет, кредит, расходы, приход, если какие-нибудь, конечно, здесь расходы не больше, чем доходов, но мы еще планируем, значит, у нас есть инвалиды войны, человек 10 уже обратились. Мы по силе возможности им поможем от себя. Пока лес лежит, что будем делать с ними? Планируем кое-что, но сейчас не точно. В Тхуарчале множество улиц, на которых гималайский кедр растет уже более полувека. Аллеи этого роскошного дерева практически повсюду. Власти района обещают сделать улицу Арденба одной из лучших не только в городе, но и в стране. А главное – вернуть красивое насаждение. Вот только кедр сюда уже больше не вернется. Нисфарш Басаид Агухава, Абхазское телевидение. Российское отделение Всемирной организации писателей «Русский пен-центр» учредил литературную премию имени известного российского писателя Фазиля Искандера, сообщает РИА Новости. Фазиль Искандер скончался в ночь на 31 июля в возрасте 87 лет и был похоронен в Москве. Премия будет вручаться в 3 номинациях – проза, поэзия и киносценарий по произведениям Искандера. Цель премии – увековечить память выдающегося русского и абхазского писателя, вице-президента Русского пен-центра, возродившего в 20 веке эпический строй литературы и новаторски насытившего эпос остросовременным и в то же время глубоко философским содержанием. Еще одна наша цель – напомнить новым поколениям литераторов об искандеровских традициях добра, человечности, щедрого юмора и красоты, подчеркнули в центре. В минувшие выходные на Театральной площади столицы открылась экспозиция. Здесь были выставлены несколько десятков фоторабот, автором которых является 15-летний Арсений Чакмач. Это не первая выставка работ юного фотографа. Сейчас организовать экспозицию ему помогли сотрудники магазина «30 секунд». Репортаж Сарисмур. Для 15-летнего Арсения Чакмач фотографирование – это хобби. Свою будущую жизнь связывать с творчеством он не намерен. Говорит, снимает для удовольствия. В основном Арсений любит фотографировать природу, также своих друзей, случайных знакомых, прохожих, просто интересные лица. Свою первую фотовыставку он провел в родной Гагре. Его работы видели многие из нас и в социальных сетях. Выставить свои фото в Сухуми юному дарованию посоветовали друзья. 62 работы Арсения украсили в этот день набережную Сухума. Как-то один раз меня попросили там сфотографировать, второй раз попросили сфотографировать просто. А потом как-то я понял, что это мое, мне это нравится. И как-то сам уже по своей воле
вышел, сфотографировал, понравилось. Но выбрал для себя профессию, совершенно вообще другую от фотографий. Но я думаю, что мой интерес и моя, скажем, любовь к фотографиям будет со мной на протяжении всей жизни. Потому что мне просто это нравится, а не для того, чтобы получать за это деньги. Арсений Чакмач увлекся фотографией 2 года назад. Первые его работы увидела мама Асида, и первая выставка была организована благодаря ей. Сейчас он уделяет большое внимание любимому делу, углубленно изучает технику снимков, учится правильно ставить ракурс и кадр, а его друзья и знакомые убеждены, безусловно, у него талант, и от всей души желают ему успеха в творчестве. Арсений одинаково любит свои работы, но все же выделяет некоторые из них. Работа, которая, скажем так, показывает мой внутренний характер, это, наверное, Абре, потому что, там затронута очень важная тема, кто все-таки, скажем так, останется на этой планете. Либо люди, либо все-таки природа, потому что на данный момент, 21 век, я все-таки склоняюсь к тому, что природа все-таки исчезнет. Не знаю почему. Ознакомиться с работами Арсения Чакмач на набережную пришло большое количество людей, и им понравилось то, что они увидели. Сарес Мырсаида Гухава, Абхазское телевидение. Очередная победа ансамбля «Абаза». На днях в Санкт-Петербурге в 22-й раз прошел международный фестиваль-конкурс «Творческие открытия». Более сотни участников из России, Китая, Италии, Израиля, Узбекистана и Абхазии выступили на сцене концертного зала отеля «Санкт-Петербург». Обладателем высшей награды «Гран-при» стал детский хореографический ансамбль «Абаза». Участники коллектива представили яркую программу и поразили всех техникой исполнения и артистизмом. Члены жюри были единогласны в своем выборе. Помимо этого, ансамбль получил почетный диплом за лучший костюм за яркие национальные костюмы. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью возможен кратковременный дождь с грозой, днем преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 22-24, днем 33-35 тепла. Температура моря 27 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Значит, Фазили следующая выставка. 2 вот эти подряд. Да, вот это философский, я где сказала. Ну, я хоть сразу, это знаешь, хоть у себя сама... Я хоть сразу исправилась, знаешь. Конечно. Да. Да. Российское отделение Всемирной организации писателей «Русский Пойнт-центр» учредил литературную премию имени известного российского писателя Фазиля Искандера, сообщает РИА Новости. Фазиль Искандер скончался в ночь на 31 июля в возрасте 87 лет и был похоронен в Москве. Премия будет вручаться в 3 номинациях – проза, поэзия и киносценарий по произведениям Искандера. Цель премии – увековечить память выдающегося русского и абхазского писателя, вице-президента Русского Пойнт-центра, возродившего в 20 веке эпический строй литературы и новаторски насытившего эпос остросовременным и в то же время глубоко философским содержанием. Еще одна наша цель – напомнить новым поколениям литераторов об искандеровских традициях добра, человечности, щедрого юмора и красоты, подчеркнули в центре. В минувшие выходные на Театральной площади столицы открылась экспозиция. Здесь были выставлены несколько десятков фоторабот. И как теперь? Все заново, да? И все заново, давай.
Российское отделение Всемирной организации писателей «Русский пен-центр» учредил литературную премию имени известного российского писателя Фазиля Искандера, сообщает РИА Новости. Фазиль Искандер скончался в ночь на 31 июля в возрасте 87 лет и был похоронен в Москве. Премия будет вручаться в 3 номинациях – проза, поэзия и киносценарий по произведениям Искандера. Цель премии – увековечить память выдающегося русского и абхазского писателя, вице-президента Русского пен-центра, возродившего в 20 веке эпический строй литературы и новаторски насытившего эпос остросовременным и в то же время глубоко философским содержанием. И еще одна наша цель – напомнить новым поколениям литераторов об искандеровских традициях добра, человечности, щедрого юмора и красоты, подчеркнули в центре. В минувшие выходные на Театральной площади столицы открылась экспозиция. Здесь были выставлены несколько десятков фоторабот, автором которых является 15-летний Арсений Чакмач. Это не первая выставка работ юного фотографа. Сейчас организовать экспозицию ему помогли сотрудники магазина «30 секунд». Репортаж Сарисмар. А вот эта база, я же не делала никаких этих ошибок. Все же. Я еще и позвоню, у нас сейчас, наверное, концерт еще идет. Да, это королева Абхазии, поэтому я работаю.